В эфире новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Глава региона Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Абыйский район, где посетил новые объекты. Республика полностью готова к завтрашнему старту всероссийской переписи населения. Расскажем, как юные программисты из Алдана осваивают азы в 3D-моделировании. Под руководством председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Дмитрия Лепчикова состоялось совещание по предпусковой готовности аварийно-спасательных служб и муниципальных образований к пуску ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Напомним, пуск ракеты с разгонным блоком фрегата 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на сегодня, 14 октября, в 12 часов 40 минут по московскому времени. Районами падения отделяющихся частей космических объектов определены территории Алданского и Кобяйского районов. Спасатели уже направлены в районы падения частей ракеты. Также сформированы резервные группы спасателей по обеспечению безопасности в Алданском и Кобяйском районах. Ледостав в Нижнеянске установился на 9 суток позже обычного. В Алекминском районе устойчивое ледообразование началось также с задержкой, правда, на 2 суток. Вилюй встает по срокам. На основных реках республики преобладает понижение уровня воды с интенсивностью от 1 до 25 сантиметров за сутки, сообщило Якутское управление гидрометеослужбы. Глава региона Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Абыйский район. В ходе визита он осмотрел 2 новых объекта. Это здание новой амбулатории в селе Кибергенне, а также логистический центр по продаже продуктов питания в районном центре поселке Белая гора. Глава региона остался доволен новыми объектами и отметил, что они должны стать примером подражания для других районов. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Новое здание амбулатории имеет модульный тип с общей площадью в 107 квадратных метров. Оснастили новое здание мебелью и современным оборудованием. В амбулатории работает 14 человек. Это врач, фельдшер, патронажная сестра, акушерка и санитары. Такие амбулатории должны стать стандартом для других наших северных населенных пунктов, резюмировал глава района, который принял участие в торжественном открытии нового объекта. Вот после того, как модульная вот такая амбулатория построена, оснащенная по федеральным всем стандартам, конечно, душа радуется, там все и уже соответствует тем требованиям, которые как раз к врачебным амбулаториям предъявляются, вплоть до наличия на месте уже и круглосуточных коек, на которых пациенты могут лечиться. Поэтому, еще раз говорю, вот такие врачебные амбулатории, конечно же, должны стать стандартом для наших северных поселков. Ранее амбулатория в отдаленном селе Кабергеня располагалась в деревянном здании 50-х годов постройки, которое признали аварийным в 2019 году. Тогда было принято решение о скором строительстве новой амбулатории, которая профинансировала региональное министерство Арктики, выделив 8 миллионов рублей. Для сельчан событие стало настоящим подарком. Мы располагаемся в 200 километрах дальше от населенного пункта. И без преувеличения, 4 месяца в году мы отрезаны от всех. В это время у нас ни самолетов, ни машин. Поэтому аптека и амбулатория – жизненно важные объекты для моих односельчан. Глава региона посетил и новый торгово-логистический центр Якутапторга в самом районном центре Белой горе. Для северян такая возможность появилась впервые. До его открытия цены на фрукты и овощи и другое продовольствие стоили в разы дороже. Такого магазина никогда не было. Но круглый год теперь мы будем свежими овощами будем обеспечить. Это очень нам радостное событие. Я рад, что открылось такое место, что можно будет купить овощей, фруктов, Ну и сам магазин, он самый большой сейчас в поселке. Цена, к примеру, на картофель в новом центре стоит 74 рубля, лук 75, арбузы и дыни из Узбекистана 140 рублей. До открытия нового центра цены на эти же продукты были в 2, а то и в 2,5 раза дороже. Помимо Белой горы, при помощи малой авиации продовольствием обеспечат и труднодоступные населенные пункты района. Все товары, которые здесь представлены в магазине, на складах, овощехранилище, фруктохранилище, они привезены нашим судном Михаилом Мальчиком в крайний тур арктической навигации. И все хранится в соответствии с установленными нормативными требованиями, что нам
позволить сохранить все это до установления зимника. Ну и при этом мы за счет перехода в навигацию, отказа от дорогостоящих самолетов смогли снизить цены и максимально приблизиться к ценам города Якутска. Между тем, такой же логистический центр уже на следующей неделе откроется в Усть-Куйге, в следующем году в Батагае Верхоянского района. После приобретения специализированного судна именно этот маршрут должен полностью снабжать Янскую группу улусов. В свою очередь, глава региона поставил задачу, чтобы до 2024 года подобные объекты появились во всех арктических районах республики. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Республика полностью готова к завтрашнему старту всероссийской переписи населения. Так, 15 числа будут открыты стационарные переписные участки в офисах МФЦ, в зданиях Почты России и кассах Энергосбыта. Помимо этого, с завтрашнего дня порядка 2000 переписчиков, которые с 18 октября будут ходить по адресам, пройдут трехдневную подготовку. Только после удачного прохождения тестирования они будут допущены к работе. Также любой желающий с завтрашнего дня может самостоятельно ввести свои данные через портал государственных услуг. Там придется заполнить переписные листы на себя и на членов своей семьи. Этот период продлится до 8 ноября. Всего жителям зададут 33 вопроса. Как правило, это неизменные вопросы из переписи в переписи: пол, возраст, образование, но тем не менее в течение времени изменяются некоторые формулировки. То есть источники средств к существованию изменился вопрос. Вопрос образования немножко изменился в связи с тем, что появилась магистратура, по бакалавриат. Вопросы по жилищным условиям, добавился вопрос наличия интернета в жилище. Никаких документов переписчик у жителей спрашивать не будет, не имеет права и не будет этого делать. Точно так же, как и фамилию, имя, отчество. Перейдем к эпидобстановке. На 14 октября выявлено 272 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб республики. В городе Якутске 155 случаев, Мегино-Кангаласский район 13, Вилюйский и Намский районы, там по 9 случаев. Чурапчинский район 8 случаев заболевания, Усть-Алданский 7, Верхневилюйский и Тампонский районы по 6 случаев, Амгинский, Булунский, Ленский и Хангаласский районы по 5 заболевших. Еще в 14 районах от 1 до 4 выявленных случаев заболевания COVID-19. Харлампий Дьяконов ушел из жизни 13 октября после тяжелой болезни. Ему был 71 год. Как сообщает ВГТРК САХА, доктор экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства республики, почетный гражданин Кобяйского улуса, почетный работник Министерства труда России, член Союза журналистов России Харлампий Назарович Дьяконов руководил компанией с момента создания в 2004 году. Под его руководством филиал, созданный практически с нуля, за один год стал одним из лучших на Дальнем Востоке. Харлампий Назарович известен в России и как ученый в области социально-трудовых проблем. Защитил ученую степень доктора экономических наук, имеет более 60 научных трудов, в том числе 5 монографий. Коллеги, друзья и знакомые отмечают, что Харлампий Назарович был выдающимся руководителем и наставником. Под его чутким руководством состоялись многие журналисты республики. Грамотные инженеры требуются всюду. На наиболее прочный фундамент будущей профессии закладывается в детстве, убеждены супруги Пронина из Алдана. В прошлом году Дарья и Владимир открыли клуб робототехники. Сегодня его посещают порядка 50 дошколят и школьников. В 3D-моделировании вместе с юными программистами попытались разобраться и наши коллеги. Игра, развитие и польза – таков триединый принцип занятий в клубе робототехники. На уроке тишина, конструирование и программирование захватывает, и от работы мальчишки не отвлекаются ни на что. Работали в процессинге. Процессинг – это программа для анимации, то есть пишется код, анимация, рисунки, которые можно анимировать с помощью Arduino. Они писали для умного дома заставку. Руководители клуба, супруги Пронины, разбираются в компьютерных программах на высоком уровне. Склонность к конструированию Дарья и Владимир обнаружили и у сынишки. Так, в январе 2020-го в Алданском бизнес-инкубаторе открылся клуб робототехники. Мы успели за этот учебный год поучаствовать в онлайн-выставке в Куранахе. Мы приняли участие в международной олимпиаде по скретчу. У нас, в принципе, есть результаты для первого старта.
В клубе ребята обучаются программированию, 3D-моделированию, познают основы механики и конструирования. Робототехника, говорят педагоги, доступна любому ребенку. Если присутствуют интерес и желание, все премудрости постижимы. В современных реалиях дошло до того, что при всем развитии этих IT-технологий люди остановились на том, чтобы научиться только пальцем тыкать в тачпад или в экран телефона. И дошло до того, что дети в 12-13 лет не умеют собирать бумажные самолетики. То есть наше поколение выросло на этом своими руками, на сборках велосипедов, мотоциклов. И наш кружок и направлен на то, чтобы растить инженеров. Работаю из одной из ведущих компаний России в области энергетики. И я просто воочию вижу, насколько нужны грамотные специалисты. В настоящее время компьютеризация производственных процессов идет во всех отраслях. На занятиях робототехникой, убеждены педагоги, закладывается фундамент для дальнейшего обучения и развития. Политех в этот год набирает такую специальность, как АСУ-ТП, автоматизированная система управления технологическим процессом. Они непосредственно связаны, конечно, и азы энергетики обучаются, и умение программировать. Сегодня в клубе бизнес-инкубатора основы программирования осваивают порядка 50 ребят. Самые маленькие – дошколята, старшие скоро окончат школы. Некоторые из учеников планируют связать будущую профессию со сферой программирования. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского сегодня стартовал 42-й творческий сезон «Тайм Этно. Этно-время». В программе предусмотрены интересные премьеры. Сейчас там находится наш корреспондент Марфирина Алексеева. Она на прямой связи со студией. Марфирина, я тебя приветствую. Расскажи, что сейчас происходит в Доме дружбы народов и какие мероприятия еще запланированы. Иван, приветствую. Ну что ж, вот и стартовал 42-й творческий сезон. И могу сказать, что атмосфера здесь действительно очень креативная, творческая. Просто интереснейшие площадки расположены по всем этажам Дома культуры. И сейчас подробнее об этих площадках нам расскажет старший администратор Александра Максимовна. Александра Максимовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что ждать гостям и жителям столицы? Сегодня для работников Дома дружбы народов очень радостный, волнительный день. Мы открываем 42-й творческий сезон. Были потрачены много времени, чтобы подготовить все это. У нас работает 5 площадок. Это у нас этнокостюмерная, вот в данное время идет. У нас даже сам Александр Подголов играет роль модели в русском национальном костюме. Далее у нас идет Этно-экспо. Это там выставлены работы национальных общин, таких как армянская община, корейская община, тувинская община, северная, якутская, ну и другие. Можете подойти, посмотреть. Можно даже дегустировать блюда национальные. Также у нас из Верхнего-Батантайского улуса пришли работы 5 мастериц, которые показывают свои уникальные работы. Приходите, посмотрите. Далее у нас сегодня вечером наши коллективы подготовили шоу под названием «Этно-время. Время Тайм». В ней участвуют наши коллективы. Несмотря на все сложности с ковидной ситуацией, мы потихоньку начали наши занятия в малых количествах, скажем так, и подготовили очень интересную. Раньше у нас такого проекта еще не было. Называется оно так и «Шоу Этно-время, Этно-тайм». Приходите, ждем вас. Спасибо вам большое. Ну а мы хотим показать вам работы очень творческого фотографа Сюзанны Седалищевой. Между прочим, в этом году одна из ее фотографий была на журнале, на обложке журнала «Эль». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей коллекции. Здесь представлена фотовыставка в рамках проекта «Дружба народов» для октябрьского журнала «Эль Россия». Скажите немножко поподробнее о этом проекте. Что вы хотели донести? Этими снимками, этой публикацией в журнале я хочу посвятить якутским женщинам. Якутские женщины, вы прекрасны, и в минус 60 вы умудряетесь идти на работу, потом
приходя домой, готовить еду. И в селах, например, да, в минус 60 вы идете в Хотон. Это очень тяжелая работа. Несмотря на это, вы идете вперед, делаете этот мир лучше вокруг вас. Вот, низкий вам поклон. Мы сейчас попросим оператора показать подробнее эти работы, а пока мы поговорим немножко о том, как так получилось, что работа с Якутией оказалась на журнале. Вам позвонили, как-то кто к вам обратился? В общем, есть в Инстаграме аккаунт Гайд ИКТ, это журнал, Инстаграм-журнал. И получается, они отметили фотографов, творчество которых нужно обратить внимание. И вот как раз я туда попала. И наш продюсер Аял, они как раз искали фотографа в Якутске. И они отправили вот этот пост редакторам «Эль Россия». И они вот из 10 человек выбрали меня. Вот. То есть вы изначально не знали, что работа будет на обложке? Нет, я вообще не знала. В это время я была у себя в деревне в Татицком районе, собирала ягоды с мамой. И я в этот день как раз оставила телефон, прихожу домой, а там куча пропущенных от Аяла там. Я была в шоке. Спасибо большое. Это очень здорово, что мы смогли показать всей России, всему миру наши традиции, культуру и такой интересный проект. Ну, а на этом у нас все. И подробнее о этом проекте мы расскажем в дальнейших новостных эфирах. Передаю слово коллегам. Марферин, спасибо. Напомню, на прямой связи с открытия 42-го творческого сезона «Тайм-эт» на «Этнотайм» была наш корреспондент Марферина Алексеева. Что ж, к этому часу пока вся информация о развитии событий мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.